Молодежный форум «Дай-5» посвящен 5-летию образования патриотического движения «Юная армия». Проходит он в центре «Авангард». Ну а для тех, кто не смог лично встретиться с министром обороны, организовали онлайн-встречу. Юноармейцы всей страны сегодня в одном ряду. Пока 7 ингушских участников находятся на площадке форума, их боевые товарищи выходят на мероприятие в онлайн-режиме. В самом начале, после открытия форума, всех поздравляет министр обороны России Сергей Шойгу. Вы делаете очень многое для того, чтобы сохранить, сберечь и для вашего поколения, и для будущих поколений память о наших отцах, дедах, для вас прадедах. А тех, кто верой и правдой служил нашему Отечеству, благодаря вам более 300 тысяч имен ветеранов, участников, победителей самой страшной войны прошлого столетия увековечены в дороге памяти. Именно вы помогали находить их имена в архивах, их фотографии и присылали сюда, в главный центр, где формировался весь облик. Сергей Шойгу также отметил, что Юнармия стала одним из самых авторитетных молодежных движений России, в которое входит более 800 тысяч участников. В режиме конференции участники онлайн-формата смогли не только наблюдать за открытием форума, но и задать министру свой вопрос. Такую возможность представили лишь 7 субъектам страны, в том числе и Ингушетии. Какой совет вы бы дали подрастающему поколению? Неожиданный вопрос. Советов на самом деле может быть много, но главное из них это, конечно, любить свою родину, это, конечно, любить своих родителей, это, конечно, вырасти хорошими, достойными гражданами нашей страны. И в этом, конечно, многое делается и вашими преподавателями, и вашими родителями, поэтому любите их, цените их и дорожите тем, что у вас сегодня есть. Ясмина Хамхоева говорила с министром об участнике Великой Отечественной войны Василии Герасименко из Ессентуков. Его потомки обратились к ингушскому отряду юноармейцев с просьбой найти своего родственника. На момент обращения было известно лишь название госпиталя, где он проходил лечение. В итоге нашли место его захоронения и нанесли его имя на обелиске под номером 100. Сегодняшний день был очень волнителен, тем более вести прямой диалог с министром обороны. Я волновалась очень сильно, это было, по-моему, по мне видно. Юнармия – это, несомненно, место, где каждый человек может открыть себя с новой стороны, каждому человеку, ребенку даются возможности, он может сделать то, чего не мог сделать раньше. Юнармия – это просто, можно сказать, новый путь в мир. Юнармии 5 лет. За это время она заняла лидирующую строчку среди массовых движений России. В Ингушетии каждый год в ряды движения вступают сотни девушек и юношей, а в городах и селах созданы более 100 отрядов боевого братства. Я хочу сегодня поздравить Юную армию, а также всех юноармейцев. Я уверена, что Юная армия будет расти с каждым днем. За относительно небольшой период юноармейцы принимали участие в работе по увековечиванию памяти защитников Отечества, в парадах Победы и многочисленных конкурсах армейских международных игр. Ни одно военно-патриотическое мероприятие в Ингушетии не обходится без участия Юнармии. Вроде бы все хорошо, но у нас в республике уже более 8 тысяч юноармейцев. Наши ребята очень активные, очень хорошо показывают себя, участвуют в разных конкурсах, в акциях, во всероссийских, в наших региональных. Мы часто становимся инициаторами акций. Ребята очень хорошо и активно проявили себя во время пандемии. 5 лет – самый первый юбилей юноармейцев. За этот период более 2500 человек поступили в военно-учебные заведения. Выбрали для себя профессию – родину защищать. А форум «Дай-5» – еще один повод собрать представителей со всех регионов в одном месте. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.